Невелик мой город, невелик, но зато вокруг такие краски. Он зимой большущий снеговик, будто вышедший из снежной сказки. Каждый из нас задумался о том, что такое Родина. Безусловно, Родина для каждого своя. Но для меня Родина – это место, где я родилась. Мой город – Инта. Небольшой город, 60 километров от полярного Урала. Город с поэтичным женским именем Инта. В переводе с коми-ненецкого «место», вокруг которого много воды. Украшают лик земли, и под северным сиянием нет прекраснее Инты. Инта начиналась в 1931 году с производства геологоразведочных работ на угольном месторождении, а 4 октября 1954 года населенный пункт Инта был преобразован в город районного подчинения. Звонких песен голоса, есть хорошая примета возвращаться вновь сюда, точкой маленькой на карте. Визитная карточка Инты и символ города – 50-метровая кирпичная водонапорная башня в готическом стиле. Изображение башни включено в символ города. Архитектором башни является политзаключенный Артур Густав Тамвелиус. Северным сиянием нет прекраснее Инты. В день празднования 60-летнего юбилея Инты 4 октября 2014 года в городе открылся первый в Коми музей истории политических репрессий. Цель его – увековечивание памяти о жертвах политических репрессий. Кралась озорница, закружила карусель, в окнах свет проснется позже, а пока что до утра. На территории сквера возле водонапорной башни установлена скульптурная композиция с начертанным слоганом «Инта – золотое сердце Коми». Словно ласковое солнце просыпается зарей, в небе звезд хрустальных россыпь украшают лик земли, и под северным сиянием нет прекраснее Инты. В небе звезд. Улица Полярная, где находится знаменитая арка, она запечатлена в фильме «Случай на шахте номер 8» по сценарию Дунского и Фрида. Прекраснее Инты. Улица Кирова – одна из первых улиц города, со своими деревянными теремками. Венчает улицу памятник Сергею Мироновичу Кирову, который был установлен в 1960 году. Хочу вам представить автора книги «Инта. Горы, созданные по чертежам души» Загорскую Ольгу Анатольевну. Ольга Анатольевна, как вам пришла идея о написании такой чудесной книги? Скажем так, эта идея летала в воздухе. И поэтому она обязательно родилась, были высказаны мнения. Это был долгий процесс идеи, как это подать, чтобы это было интересно для всех. И для тех, кто старшего поколения, и для молодежи. Вот она получилась. Я надеюсь, что она действительно нравится всем. И, как мне сказала одна из читательниц, такая книга должна быть в каждом доме настоящего интийца. Эта похвала была очень приятная. И я надеюсь, мой труд и труд тех людей, которые мне помогали в этом, не пропал даром. Надеюсь, и вам нравится. Да, очень. Сможете, пожалуйста, оставить автограф? Конечно.